прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Роковой спуск. Он смотрит, сам вверх летит. Кто ответит за безопасность на несанкционированных горках? Филюза Хамидуллина. Реставрация требует переезда. Вот я сейчас здесь раскидаю все. И что я буду делать? Как в Рыбно-Слободском районе хотят восстановить мечеть, узнал Дмитрий Аринин. Что такое кукмар? Это валенки. Сегодняшний праздник – это просто чудо! Наши кукмарские валенки, пусть они будут всегда теплыми! Чем в этом году удивлял фестиваль «Кукмарские валенки» и почему сюда стали съезжаться туристы со всего Татарстана, увидел Сергей Хайдаров. Самые креативные санки. Это лук, это цветы, это лето, это бабочки, пчелки, это тепло. Как проводят новогодние выходные казанцы, узнавала Алия Хайрудинова. Метели и снежные заносы. Гидрометцентр не рекомендует автомобилистам выезжать на трассы Татарстана. Из-за сильного снега и резких порывов ветра на дорогах плохая видимость. Ухудшает ситуацию и гололедица. Сейчас сложно на дорогах. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в усиленном режиме. С улиц только Казани вывезли почти 10 тысяч тонн снега. Задействовали 660 единиц спецтехники. И с 5 часов вечера на дорогах Татарстана в связи со снегопадами ввели временные ограничения для движения междугородних автобусов и грузовиков. МЧС предупреждает, внимательнее нужно быть и пешеходам. Возможно, обвалы снежных шапок с крыш домов и зданий. Спасатели также рекомендуют находиться вдали от конструкций, оврагов и холмов, носить нескользящую обувь и не оставлять детей без присмотра. И категорически не рекомендовано кататься на необорудованных местах на тюбингах и санках. Сильный снегопад может спровоцировать сход лавин, что уже было в прошлом году. Кроме того, несанкционированные горки уже стали причиной происшествия в Альметьевске. Здесь 1 января девушка получила серьезнейшие травмы во время катания на ватрушке. Кто отвечает за безопасность на несанкционированных горках? Филюза Хамидуллина. Сам вверх летит. Это видео за несколько часов облетело весь интернет. Все случилось здесь, недалеко от лыжной базы «Снежинка», в 5 километрах от города. Это место не предназначено для катания. Площадка детского сабантуя. Но каждый год жители превращают ее в небезопасное место для катания. Сегодня здесь пусто. В городе сильная метель. Альметьевцы предпочитают спокойный отдых активному. А вот 1 января у подножия горы было многолюдно. Очередной спуск для одной из девушек обернулся многочисленными травмами и переломом позвоночника. Ее срочно госпитализировали в медсанчасть Альметьевска и прооперировали. Состояние довольно тяжелое после травмы. То есть там тоже, видите, тоже небезопасное катание имело место быть. То есть катание с горы как раз где имелось препятствие. Место не оборудованное. Из-за безопасности здесь никто не отвечает, кроме самих отдыхающих. Так, мельком слышал только. Может, на запрещенном месте скатилась, видимо. Вы думаете, почему такие трагедии происходят? Потому что в необорудованном месте кататься нельзя. Это уже другая гора в пределах города. Она оборудована для безопасного спуска. Элина Рябко с ребенком приходит сюда каждую неделю. Про трагичный случай тоже слышала. Неизвестно, то есть, что там не оборудовано специально. Там под снегом может быть металлические арматуры, какие-нибудь мусор. Поэтому только здесь, где положено. Здесь специально оборудованная площадка, здесь контроль, здесь проверяют. При мне даже я видела, как спрашивают возраст и вес ребенка, потому что здесь все рассчитано на безопасность. А за безопасность на несанкционированных горках никто не отвечает. При этом спасатели отмечают, тюбинги крайне опасны. Могут разогнаться до 50 км в час и на такой скорости на скользкой горе становятся практически неуправляемыми. Сегодня появилась другая опасность. Наблюдается достаточно сильный снег. В условиях этой дополнительной снеговой нагрузки, во-первых, существует опасность схода снежных лавин. Я напомню, что в 2008 году по причине схода снежных лавин у нас в 2 районах республики погибли 5 детей. И буквально год назад, 5 февраля 2018 года, в Чистопольском районе 15-летний подросток также оказался под снежной лавиной. Лавины, скрытые опасности и просто заносы. ЧП с ватрушками только в Казани происходит каждую зиму. Так, в прошлые новогодние праздники 20-летняя девушка, решив покататься на тюбинге, привязала его к автомобилю.
В результате сотрясение мозга. Зимой 2017-го 8-летняя девочка съехала с горки на ватрушке прямо в полынью озера Кабан. В 2016-м 6-летняя девочка погибла, скатившись со склона оврага в Ноксинском лесу. За 4 дня каникул в РКБ уже привезли 4 детей. Все они врезались в дерево, когда катались с горки. Юлиза Хамидуллина, Алия Хайрудинова, Ирак Хабибуллин, Данил Филатов, ТНВ, Альметьевск, Казань. Длинные выходные не всем на пользу. Еще одно видео набирает популярность в соцсетях. Нетрезвая пассажирка такси едва не спровоцировала ДТП. Кадры снял сам водитель машины и пояснил. Девушка села в машину с бутылкой пива и потребовала зажигалку. Когда таксист ей отказал, она открыла дверь авто на ходу. Мужчина остановился и пытался высадить, но, по его словам, в ответ девушка набросилась и расцарапала ему лицо. Выходи из машины! Зажигалку. Нет у меня зажигалки. Зажигалку. Зажигалку. Нет у меня зажигалки. Ищи, сломай машину. Да ну Ты ладно. сядешь. Да ладно. Выходи из машины. Заявление от пострадавшего в полицию пока не поступало. Тем не менее, сотрудники МВД советуют, хоть сейчас и год свиньи, не стоит злоупотреблять спиртным и опускаться до свинского поведения, чтобы не создавать проблем тем, кто находится на работе. Другим темам. История как искусство. Ушел из жизни народный писатель Татарстана Мусагит Хабибуллин. Он стоял у истоков создания Союза писателей республики, но больше он известен своими историческими романами, такими как «Кубрат-хан», «Атила». Строго выверяя факты, он подавал их литературным языком, делая историю по-настоящему увлекательной. О его наследии Рамиль Шайдуллин. Его история жизни сама достойна публикации, но Мусагит Хабибуллин всегда работал по эту сторону страниц. Писатель, который вывел факты на уровень искусства. Автор, что всегда опирался на мнение историков. Романист, чьи книги всегда были полны приключений. Он возродил приключенческий исторический жанр татарской литературы. Его романы «Кубрат-хан», «Послу нет смерти» Ильчига Улемюк, они вот из того разряда, которые укрепили гордость татарского народа. В 90-м году свет увидела одна из самых известных его работ, тот самый «Кубрат-хан», роман о хазарах и Великой Булгарии, а точнее ее основателе и первом правителе. Точная и выверенная, в то же время художественная летопись моментально стала бестселлером. Уже в 2003-м за нее он получил госпремию имени Тукая. Про Кубрат-хана никто толком не знал. Узкий круг историков это писали, но широкий круг читателей этого был не осведомлен об этом. И вот вернул татарскому народу Кубрат-хана наш писатель, усопший Мусагит Хабибуллин. Его долгая дорога в литературу никогда не была простой. Юноша из села Габдрахман, что в Оренбургской области, застал войну и коллективизацию. Тяжело трудился в поле, но успевал и учиться, и делать первые пробы пера. В 50-х выходят его первые рассказы. Уже в 70-х он становится полноправным членом и организационным секретарем Союза писателей Татарстана. Это большая потеря для татарской литературы. Двор Союза писателей главного места работы Мусагита Хабибуллина полон светил татарской литературы. Похоронили его на Самосыровском кладбище. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Повышение НДС, введение налога для самозанятых и увеличение пенсионного возраста. С Нового года в различные сферы нашей жизни приходят изменения. В этом году их немало. Чего ждать татарстанцам с января? Зарина Ахметова. На заслуженный отдых на год позже. Одно из наиболее обсуждаемых нововведений этого года – вступление в силу пенсионной реформы. Так, в 2019-м пенсионный возраст для женщин повышен с 55 до 56 лет. Для мужчин с 60 лет до 61 года. Далее возраст выхода на пенсию будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 20 вместо 18. Повышение ставки НДС на 2%. Изменение, которое коснется производителей товаров и услуг. По словам экспертов, в течение года это отразится и на ценах. В среднем инфляция составит 4%. Без изменений остается 10% ставка на социально значимые товары. Продукты питания, детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, с 1 января от уплаты НДС освободят пассажирские перевозки.
Заплатить больше на заправках придется автолюбителям. С начала года ожидается рост цен на дизельное топливо и бензин. Этому способствует повышение НДС, а также увеличение акцизов. А вот у самозанятых появится отдельный налог, пока только в 4 регионах – Москве, Московской, Калужской областях, а также Татарстане. Так, 4% с полученного дохода самозанятые уплачивают в налоговую, если услуга оказана физлицам, и 6%, если юрлицам. До 11 280 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда. Теперь он соответствует уровню прожиточного минимума в России. Повышение затронет более 3,5 миллионов работников. В Татарстане увеличились меры соцподдержки. С начала нового года размер федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка увеличился с 8 490 до 8 896 рублей. Такую социальную помощь семья будет получать ежемесячно в том случае, если ее совокупный доход ниже 42 400 рублей на 3 человек. В республике такой поддержкой уже воспользовались более 6 400 женщин. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Увести, чтобы спасти. В Татарстане начинают восстанавливать объекты деревянного зодчества. Одним из первых станет памятник 19 века – деревянная мечеть в Рыбно-Слободском районе. Спасать ее будет известный российский реставратор. Как говорит специалист, если бы промедлили, то восстанавливать было бы уже нечего. Насколько сложно предстоит работа и почему для реставрации мечети ее на время увезут из Татарстана. Все детали проекта узнал Дмитрий Аринин. Минарет падает на юг, а шпиль падает на север. То есть они вот так вот. Дело предстоит новое и необычное, говорит вологодский реставратор Александр Попов. Работать с мечетями ему еще не приходилось. Это культовое сооружение в конце 19 века построили жители села Большая Елга. Сейчас мечеть – это памятник и характерный образец татарского деревянного зодчества. Что примечательно, на минарет ведет винтовая лестница, и с минаретом будет и больше всего хлопот. Половина из 9 деревянных опор давно сгнили. Здесь все, что старое, здоровое, все будет стоять на месте. То, что сгнило, вот то, что там утрачено, вот то будет меняться, но будет делаться тем же инструментом и по тем же историческим технологиям. И те же конструкции будут исторические. Как говорят специалисты с главной молельной комнаты мечети, все намного проще. Это обычный деревянный сруб. С такими уже приходилось работать не раз. Правда, чтобы все сделать, мечеть собираются разобрать и увезти на базу реставратора в Вологодскую область, а потом опять привезти и поставить на новый фундамент. Правда, такая реставрация с переездом немного тревожит местных жителей. Их в селе около 700. Я не знаю, она сможет ли сохранить себя. И эта перевозка, она же все-таки деревянное столетнее строение. Пусть она стоит на месте, пусть реставрируют на месте. Это у нас очень дорогой исторический мечеть, куда ходили наши деды, бабушки. Вот этот мечеть у нас освещает нашу деревню. Но, как уверяют специалисты, переживать не стоит. Это обычная практика. Представьте себе на секундочку, вот я сейчас здесь раскидаю все, и что я буду делать? Там есть и сушилка для столярки, там есть и станки, которые вспомогательно работают, там оборудование есть, там, ну и так далее. Профинансировать реставрацию этой мечети взялись меценаты, а всеми оргвопросами займется комитет по охране объектов культурного наследия. Была проведена выборочная инвентаризация. Как она показала, в республике у нас есть строения 18-19 веков, которые являются памятниками истории и культуры. В силу своего аварийного состояния они требуют проведения срочных ремонтно-реставрационных работ. Реставрацию мечети обещают завершить через год. Параллельно в этом же районе начнут восстанавливать Михаило-Архангельскую церковь. Дмитрий Айрин, Ренат Сафин, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Он уже тоже практически исторический объект. Казань прославлял, туристов встречал. В столице вновь начались экскурсии по Кремлю, где экскурсовод – это легендарный кот Казанский. Самый известный Мурзик Поволжья рассказывает о легендах, которые таят белокаменные стены. На днях стартовал зимний сезон квеста. Чем кот удивляет сегодня, увидел и Рамиль Шайтулин. Добро пожаловать на сказ казанского кота. Когда был построен Кремль, кто и сколько лет здесь правил, почему кот зовется Казанским и чем же он знаменит на всю страну? Ответы на все вопросы таят в себе стены крепости, где кот и его команда начинают первый квест этого года. Почему казанские коты такие особенные? Потому что один раз приехала в Казань
Екатерина Великая. У самого известного пушистика города богатая история. Именно эта порода когда-то желанием императрицы выловила всех мышей в стенах Зимнего дворца. И теперь о коте казанском говорят памятники, в его честь сувениры. И вот уже 4 года он сам рассказывает о себе. А зимой становится еще активнее. Зима все-таки предполагает, что нужно больше двигаться, чтобы согреться. И поэтому мы стараемся в этом плане немножко разнообразить программу. Игры с мешком, задания на точность и смекалку. Вот так кот и его команда делают экскурсии интереснее. Здесь легенды можно в прямом смысле потрогать руками. Надо выложить цифру 1 вот в эту луночку. И тогда мы будем жить. Мы будем жить дальше. Очень интересно, и для детей интересно. Очень редко такое бывает, чтобы экскурсия была интересна и детям, и взрослым. По словам авторов проекта, в сезон кот знакомит с историей Кремля до 2000 туристов со всей страны. В этом году вновь нацелены на эту цифру. Новогодние экскурсии продлятся до 12 января. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Игра в боулинг, прыжки на скакалках, показ мод. Сегодня в Кукмаре открылся фестиваль валенок. Он собрал около 1000 гостей и привлек внимание туристов со всей республики и регионов России. Все они приехали свои валенки показать и на местные посмотреть. В программе экскурсия на Кукмарский валяльно-войлочный комбинат. Он считается крупнейшим в стране. Как кукмарцы согревают всю республику и не только, знает Сергей Хайдаров. Кукмар – это небольшой городок на северо-западе республики с населением чуть меньше 20 тысяч человек. И если везде принято встречать по одежке, то здесь это делают исключительно по валенкам. Фестиваль любимой кукмарской зимней обуви собрал около 1000 гостей. Много. Нас человек 30 приехал на автобусе. 3 часа на автобусе и все ради фестиваля. А точнее, чтобы увидеть его своими глазами и даже потрогать руками. Туристов со всей республики сюда привозят специальные шаттлы. На валяльную фабрику сейчас пойдем. Валенки, да, посмотрим, купим. Я гляжу на вашу обувь, в валенках сегодня все уедут. Да. Новым годом! Новым счастьем! Здесь, в Кукмаре, оказавшись на главной площади, чувствуешь себя как будто в какой-то сказке. И, видимо, это сами горожане так наряжаются сюда на фестиваль для того, чтобы его украсить. Давайте прямо сейчас попробуем с ними познакомиться. Поехали. Очень нравится этот оттенок. Сами костюм шили? Да, да. Сколько ночей ушло на это? Ну, помогли. Костюм у волка мне очень понравился. Ну, там комфортно, правда? Да. А главное, тепло, наверное. Конечно. И никто не видит. Если теперь вам кажется, что вы видели все, то ошибаетесь. Показом мод сегодня дело не ограничилось. Этой обувью можно еще играть в боулинг, бежать в ней эстафету и прыгать со скакалкой. Вот это я называю пришел, увидел, победил. Если Тула – это самовары и пряники, Оренбург – пуховые платки, то Кукмар бесспорно валенки. О местном производстве знают по всей стране. Кто знает Кукмар, они знают его валенки. 150 лет истории, да, вот нигде такого нет, и это самая большая фабрика сегодня. Эти валенки продаются по всей России. Даже вот некоторые позиции валенок сегодня покупают даже в Малайзию. Как раз экскурсии по Кукмарскому валяльно-войлочному комбинату и завершится фестиваль. И каждый гость везет с собой частичку тепла. Новенькие кукмарские валенки. Сергей Хайдаров, Алмаз Единов, ТНВ, Кукмарский район. А наш корреспондент Алмаз Гафиятов нашел валенкам еще одно применение. Он уверен, они и на льду не подведут. Это проверил в Аркском районе. Здесь зимние каникулы проходят в необычном формате. И взрослые дети играют в хоккей, но вместо коньков – валенки. Баталии на льду прямо сейчас. Валенки да валенки, ой, да не подшитые старенькие. Эх, валенки да валенки, ой, да не подшитые. Родина валенок Кукмар, а соревнования по хоккею в валенках впервые провели в Сабинском районе. Идея понравилась участникам, кадры с турнира разлетелись по соцсетям и получили продолжение во многих районах республики.
Собирается более 10 команд, и в этом году планируем. Вот молодцы, и Арский район себе взял вот традицию этого турнира. Я думаю, чтобы этот хоккей на валенках продолжился и в следующем году. Главное преимущество такого развлечения в том, что он доступен абсолютно каждому и не требует особых финансовых вложений. В отличие от традиционного хоккея, этот вид спорта малобюджетен. Вот эта клюшка, к примеру, стоит от 300 до 500 рублей. Да и ломается она не так часто, как в обычном хоккее. Дальше все зависит от фантазии самих спортсменов. Теплая куртка, валенки, ну и вперед! С раннего утра за главный кубок боролись ученики школ, преподаватели, работники организации района. Украшением праздника стал гала-матч, где звездные гости сразились против сотрудников администрации. В зимние каникулы мы очень много проводим мероприятий. Вот хоккей на валенках, он действительно идет с нашей молодости. Поэтому мы сегодня решили приобщить к истории, культуре, к нашему прошлому и молодежи нашего района. Пока такой популярности нет. Вот у нас это проводится впервые. Хоккей на валенках. Еще для нас это новое. Вот мы сделали даже площадку, специально бортики для этого. Закупили материал из древесины. До весны еще далеко, поэтому хоккейный лед для игры в валенках пустовать точно не будет. В Арском районе детям есть чем заняться в дни каникул и в свободное время. Очередь за другими районами республики. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. Ветер имеет свое настроение, вкус и даже цвет. К примеру, сегодня в Лаишевском районе он оранжевый. Так считают участники фестиваля по сноукайтингу «Оранжевый ветер». По уже сложившейся многолетней традиции проведения этапов Кубка России по сноукайтингу в Татарстане обещает вылиться в грандиозное действо. Попутного ветра участникам пожелала и Ленар Геннатуллин. Мороз, ветер, метели, сугробы. Отличная погода, чтобы, укутавшись в плед с чашкой чая, сидеть у камина. Но не для этих людей. Сегодня на берегу Волги открытие первого этапа Кубка России по парусному спорту в классе сноукайтинг «Оранжевый ветер». Небо заиграло яркими красками. В воздухе появились разноцветные купола. 30 спортсменов со всей России готовят кайты к заезду. Ильсур Ганиев из Екатеринбурга в этих гонках участвует уже в 5-й раз. Но победить ему так и не удавалось, придерживается правила. Главное не победа, главное участие. Казань – одно из таких любимых мест, в котором можно, не отрываясь от работы, в новогодние каникулы хорошо провести время, посоревноваться, встретиться с друзьями. Наравне с Ильсуром в гонке сегодня и самый молодой спортсмен Ярослав Уражеву, 13. Заниматься сноукайтингом начал раньше, чем пошел в школу. Я занимаюсь 6 лет, начал на лыжах, потом снова пошел на сноуборд, и потом решил все-таки остаться снова на лыжах. У меня отец и мама все-таки чемпионы этих соревнований и всю жизнь занимаются этим спортом. Здесь попутный ветер и скорость почти 80 км в час. Для удачного заезда скорость ветра должна быть от 3 до 15 метров в секунду. Сегодня, как говорят спортсмены, он идеальный – 7 метров в секунду. Для нас самое важное значение имеет ветер. Наличие снега, метель, температура, холодно, тепло – все вторично. Вот. Если есть ветер, мы участвуем, мы гоняемся. Если нет ветра, мы ждем. Никакие погодные условия спортсменов не пугают. Самое главное, чтобы был ветер. Организаторы соревнований определят победителя по итогам 15 гонок, которые закончатся 9 января. Ленар Геннатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Новогодние праздники весело используют для здоровья. Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть прекрасная возможность отправиться на каток. Но что делать, если желание есть, а навыков нет? Некоторые советы начинающим, в числе которых оказалась и наша съемочная группа, дал профессиональный тренер. Этапы покорения льда прямо сейчас. Первый совет для новичка. Надев коньки и выйдя на лед, вначале крепко держитесь за борт. Шагаем, шагаем. Если вы уже немножко пошагали, можно чуть-чуть на одной ноге прокатиться, на другой ноге прокатиться. Когда вы освоите походку вдоль бортика, отправляйтесь в центр площадки. Сначала поворачивайтесь вокруг своей оси, а затем начинайте с базового упражнения «Фонарик». И не бойтесь падать, но делайте это правильно. Сначала падаешь на колено, потом падаешь вот так с руками. И вставать желательно вот на колено, обязательно опора, чтобы колено было. И встаем. Следующее упражнение – елочка. Отталкиваемся поочередно правой и левой ногой. Ноги сильно не напрягайте и не ускоряйтесь. И плавно тормозите. Без скорости вот нога или правая, или левая уж. Но у меня, например, больше правая.
Если полуплугом, тоже вот ноги расставить. Это самые простые элементы. Освоив их, попробуйте приседать и катиться на одной ноге. Конечно, когда у вас рядом профессиональный тренер, выполнить это будет куда проще. Главное, не бойтесь. Вставать на коньки можно в любом возрасте. Ну а в конце, уходя со льда, не забудьте поклониться зрителям. А мальчики делают шаг. Вот, рука в сторону, сюда. Шаг, рука в сторону, головой махнуть надо. Давайте. Прощаемся. Раз, голова и раз, голова. Уходя со льда, многие профессиональные фигуристы гладят лед, говоря ему свое спасибо. Мы хоть и не профессионалы, однако нарушать традицию не стали. Рамиль Шайдуллин, Светлана Звонарева, Константин Величко, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Праздничные каникулы в Татарстане перешагнули экватор. В городских парках гуляние в самом разгаре. Где-то лепят снеговиков, где-то играют в снежки, а кто-то поражает всех эксклюзивными санями собственного производства. Чем заняться в новогодние праздники казанцам и гостям думать не приходится. Главное – везде успеть. Это снова как в детстве: взять ведра, морковку, подручные материалы и слепить снеговика. И без креатива никак. Снеговики-спортсмены, лежачие вверх ногами и даже в форме ежей и хрюшек. Настоящий парад снежных фигур развернулся в Горкинско-Аметьевском лесу. Здорово, очень интересно, как будто в детство впало. И детям хороший пример. Украшения для снеговиков организаторы подготовили заранее. Все остальное фантазия. Надежда Еремеева с внучкой решили, что снеговик должен быть квадратным. А вот у нас тут рядом такое строение, куба называется. Поэтому у нас снеговик тоже в виде куба. Тот же парк, только конкурс для более ловких. Вместо снежков метать нужно клубки шерсти, а попасть точно в лунку. Андрей Силантьев, один из двух победителей, набрал 5 баллов. Для юного футболиста меткость – залог успеха. Было холодно, руки уже окоченевали. Я еще и без перчаток кидал. Совсем забыли о холоде и снеге гости из Мамадыша. На конкурс креативных саней они привезли целую постановку под названием «С легким паром». На 4 тюбах расположилась и парилка, и катка с водой, и веники. Конструкцию бани готовили 3 дня. Эта идея пришла нам, так как мы очень все вместе с нашими друзьями любим баню, так часто ходим туда. И решили, есть летом бани на бочках, а почему бы не сделать бани на санях? Фестиваль санок в Казани прошел впервые. На конкурс было заявлено 7 креативных саней. Организаторы уверены, в следующем году участников будет в разы больше. А сани действительно начнут готовить летом. Все, что надо, это просто применить свою смекалку и что-то придумать креативное в презентации своей команды. Кто-то пришел сюда, скреативил и прокатился на санях в виде бани, а кто-то просто на обыкновенной ватрушке. Но это не главное. Главное здесь отличное настроение. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. И на этом наш выпуск завершен. До свидания. Клиника медицина. 28 лет мы спасаем жизни людей. Точнейшая диагностика. Инновационные технологии. 28 лет уникального клинического опыта. И это все принадлежит вам. Клиника академика Ройтберга. Знаменитая трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха. Грандиозный драматический спектакль на льду. 8 января в Татнефть-арене. Детская офтальмология, аппаратное лечение, клиника Кузлер. В компании «Скрин» распродажа жалюзи 245 1505. В медицинских центрах здоровья семьи все анализы минус 25%. Белкада юморт каникуллар. Баратык 13 гыйнвар көнне тун, кайры тун, кышкы пәлтәләргә 50% тошлама. Белка, Татарстан җиде.